открытый в 2013 году, увеличил площадь России примерно на 500 квадратных метров. Как он называется? Абсолютно верно. Эта образовательная акция «Всероссийский географический диктант» проводится по инициативе президента Российской Федерации, и параллельно он является председателем попечительского совета Русского географического общества. Он с такой инициативой выступил на 15-м съезде Русского географического общества. В чем заключается цель этой акции? Основная цель – это выявление, оценка уровня географических знаний населения. Может участвовать любой желающий. У нас в Республике Башкортостан 3 площадки всего, 2 из них в Уфе, это вот наш университет, и классический университет, и в Белорецке 1 лицей. Я пришел сюда, чтобы посмотреть, насколько я знаю географию, и как-нибудь попытаюсь протестировать себя. Я пришел проверить свои результаты и получить дополнительный опыт для своего развития. И буду дальше изучать географию. Хорошо, что есть возможность показать свои знания, насколько мы можем выложить свой ум здесь. Надо знать географию своей родной страны и вообще географию. Чтобы, например, куда-нибудь поехать. Я пришла по своему желанию, чтобы проверить свои знания, и мне это пригодится для поступления в университет. Этот географический диктант нужен, чтобы узнать, насколько российское общество знает географию. Ведь надо знать свою страну, каждый ее остров, каждую дорогу. Нам учительница сказала, мы так очень радовались. Очень хотели поехать, и вот приехали. На сегодняшний день на нашей площадке зарегистрировались более 300 человек, где-то 350 уже. У нас здесь готово 5 площадок на нашей площадке. Везде есть, в каждой аудитории специальные модераторы. Безусловно, я не мог не прийти сюда, на это мероприятие. Какое-то волнение присутствует, поскольку давно уже географию не открывал. Но само по себе это мероприятие заставило взглянуть и в справочники, и в карты. И я сегодня готов. Чрезвычайно интересное событие, поскольку люди добровольно сами приходят сегодня в студенческие аудитории для того, чтобы проверить свои географические знания. В этом, наверное, проявляется не только потребность людей оценить себя, насколько они знают свою страну, но в этом и проявляется особое чувство патриотизма. Я же учитель географии, поэтому и попробовать себя приехал, узнать свои знания сравнительно. Вопрос 10. Назовите субъект Российской Федерации, в котором идет строительство самого восточного космодрома России. На 2 вопроса я сомневаюсь, что правильно ответил. 2 вопроса, да, под сомнением, так, пожалуй. На остальные ответил, надеюсь, что правильно. География у меня был любимый предмет в школе. На 5 оцениваю. Очень хорошая идея. И хотелось бы, чтобы это не только по географии, но и по другим общеобразовательным предметам проходило. Мы надеемся, что в этом году уже 1-й раз проводится, поэтому пока площадок мало, надеемся, что со следующего года у нас будет побольше по республике этих площадок. И 10 декабря на сайте Русского географического общества они смогут узнать свои результаты. И мы попросим перед началом, чтобы кто наберет 100 баллов, чтобы они уже отзвонились, чтобы вышли на связь с нами.